Жайшыл Махти деген уюм жөнүндө сүйлөштүк да, анан мындай олуттуу маселени көтөрдүңүз да. Айттыңыз ушул кылмышкерлер менен диний экстремисттердин жакындашуусу жөнүндө айттыңыз да. Ушул жөнүндө көбүрөөк айтып берсеңиз. Анткени акыркы мезгилде мындай изилдөө эмес, жөн эле мындай байкап көргөн адамга деле түшүнүктүү болуп атат да. Ошол кылмышкерлер, кылмышка жакын жүргөндөр, жөнөкөй бандиттерди айтсак, көбүрөөк сакал коюшуп, мындай сыртынан карасаң мындай бир момун мусулманга окшоп жүрүшөт, анан кылган иштери мындай бир өтө шариатка каршы жумуштар да. Булардын жакындашуусунун себеби эмнеде деп ойлойсуз, эмне? Полностью с вами согласен, что когда человек приходит в ислам, он должен очищаться, он должен бросить то, чем он занимался, если это противоречит исламу. То есть ислам и должен исправлять. Человек должен подстраиваться и исправляться. Но страшны те люди, которые используют ислам, исправляют ислам под себя. Да? И мы видим это, допустим, среди мест заключения, в колониях, в тюрьмах очень сильно идет распространение именно крайних джихадистских, такфиристских идеологий, именно среди тех, кто имел статьи, уголовные статьи, да, по убийству, по разбою и так далее. Ну, во-первых, что? Хочу сказать, что такфиристская идеология, она сама по себе очень приближена к насилию, да? То есть к насильственной философии насилия. То есть она дает как бы право, разрешение делать все от имени Аллаха. А я даже слышал такую фразу, что некоторые такфириты, лица такфиристского направления, джихадистского, они говорили, мол, альхамдулилля, то есть слава Аллаху, что Аллах нам дал ни'ма, да? Ни'ма — это благословение. Если мы раньше делали преступление, это был грех, то теперь он сделал такое благословение, да, как благословил нас и дал нам джихад, что теперь Аллах разрешил нам заниматься тем, что мы любим. Эти люди в основном имели до этого, значит, статьи разбой, рэкет, убийство. Сиз азыр такфириттик, джихадисттик уюмдар жөнүндө айттыңыз дагы. Анан мен дагы бир тенденцияны байкасак болот да. Көбүнчө такфиристтик, анан ошо джихадисттик уюмдарга мына Жайшыл Махдинин деле мисалын карасаңыз, көбүрөөк шаардыктар дейбизби? Билим, жогорку билимдин ээлери ушул нерсеге көп тартылды да. Мунун себеби эмне деп айтат элеңиз? Ну, я бы сказал бы так, что не совсем так. Я имею в виду, в джихадистские, крайне такфиристские группы идут именно в основном люди, не имеющие религиозного образования. То есть просто факты показывают, что многие, кто выезжал в Сирию или выехал в Сирию, или разделяет идеи, они все в основном никто не заканчивал медресе. То есть они вчерашние неофиты. То есть вчера они вели другой образ жизни, не исламский. Потом резко, то есть начинает входить в ислам, практиковать, и уже через короткое время они уже обвиняют других мусульман, что они кафиры. Хотя вчера они вели совсем другой образ жизни. То есть поверхностные знания об исламе. Второе, допустим, именно, к сожалению, радикальные идеологии сейчас, они проникают во все сферы, да? В том числе и среди городской молодежи. И городская молодежь, она именно чаще всего политизирована. Она больше поднимает вопрос социального характера, политического. Я хотел бы вот что сказать. Вы знаете, у меня есть подозрение, что есть международный большой заговор именно против не просто ислама, а именно с целью показать ислам как религию только насилия. Именно сейчас, если вы заметили, идет сильнейшая борьба с умеренным политическим исламом. То есть хотят мусульманина поставить перед выбором: или быть как ИГИЛ, или вообще полностью бросать ислам. Дело в том, что действительно ислам — это целая система. В исламе есть вопросы не только ибадата, поклонения. Тот, кто ограничивает ислам только намазом, орузо, тот уже заблудился. В исламе есть вопросы ибадат и муамалят. Ибадат — это орузо, хадж,
другие вопросы, да, намаз. А муамалят — это взаимоотношения человека с человеком, называется хукукуль айбад, да? То есть туда входят вопросы государственного строительства, политические вопросы, внешнеполитические, юридические, правовые, уголовное наказание. Ведь мы, согласитесь, мы не можем из Корана выкинуть аяты, которые говорят о судебной системе, которые говорят о наказании и так далее. Другое дело, что сейчас сегодня проблема правоприменения и современного толкования. То есть нам хотят как сделать? Показать, как ИГИЛ, которые неправильно интерпретируют Коран и сразу же начинают отрубать руки, да? Ворам, да, или так далее, который даже хлеб украл. Вот это искажение называется. Естественно, сейчас нам не хватает именно правильного распространения и понимания ислама как системы именно. К сожалению, у наши некоторые молдолор ограничиваются и ограничивают великий проект Аллаха только вопросами поклонения. Поэтому нам нужны интеллектуальные кадры. Мусульмане интеллектуалы и исламская интеллигенция. Мен берейин деген суроону үстүнөн чыктыңыз дегенде, мына өлкөдөгү имамдардын 70% түрдүү маалыматтар боюнча мындай атайын дини билимге ээ эмес экен да, жөнөкөй жарандар эле эмес, ошо имамдардын дини билими жетишсиз экен да. Мен билгенден сиз 2014-2020 жылдарга чейинки мамлекеттик дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциясынын ишинде аралашып, ушул концепцияны түзгөнгө түздөн түз катышкандардын бирисиз да. Ушул концепция баятан бери биз сүйлөшкөн сөздөргө кандайдыр бир деңгээлде жооп бере алабы, бере албайбы? Жооп барбы ушул, мындай бир жардам бере алабы ушул акыбалдан кандайдыр бир деңгээлде чыкканга? Данная концепция, она может помочь, но она не является единственной панацеей и выходом из положения. Что такое концепция? Концепция, да, это правильное видение, это стратегия, отношения, движения государства. Но это всего лишь бумага, потому что основную роль в концепции играет человеческий фактор, именно механизм исполнения. При Акаеве, при Бакиеве много было документов принято, но не все были до конца реализованы. Должны быть финансовые средства, самое главное. Но самое, что важное, мы в концепции попытались и сделали определение модели светскости государства. Что светское государство — это конфессионально-нейтральный раз. Второе, именно первый раз в концепции признана особая роль ислама, только ислама. Именно суннитского направления на основах ханафизма и матуридистского вероучения. Но также надо не забывать, в концепции четко прописывается, что государство признает все мазхабы ислама, все течения ислама, только кроме тех, которые носят деструктивный характер или представляют угрозу обществу или государству или человеку. То есть, признавая и поддерживая традиционные формы суннитского ислама, как ханафитская правая школа и матуридистское вероучение, мы не открываем дорогу и не препятствуем всем другим течениям ислама, только если пока эти течения не будут представлять деструктивную роль или проблему создавать для общества, для государства. Это два. Третье, например, в концепции самое важное есть план действий. Да? Но даже исполняя концепцию, мне кажется, государство одно уже не сможет решить вопросы. Ситуация сегодня в мире и в геополитике очень сильно изменяется. Изменяется она в Афганистане, изменяется она в странах Ближнего Востока. И сегодня нельзя думать о Кыргызстане, только смотреть узко на Кыргызстан. Сегодня на Кыргызстан надо смотреть глобально, сверху вниз, да? Сверху. Потому что на Кыргызстан влияют разные процессы в мире. Глобальный уже уровень, да, идет. И поэтому в этой связи всему обществу нужно понимать, что быть очень осторожными. Да? Самое главное, это нужно изменять самих себя. То есть надо очень осторожно относиться, да, ко всему. В особенности в религиозные вопросы. Нельзя друг друга оскорблять. Я, например, не совсем понимаю тех чиновников, которые, ссылаясь на светскость государства, откровенно начинают задевать чувства
верующих, особенно в вопросах хиджаба. Запрещать хиджаб, критиковать за бороды и так далее. Это не совсем правильная политика. Такая политика может привести к второй Сирии. Рахматчон. Мен суроолорум дээрлик бүтүп калды. Акырында бир сизден суранычым бар. Мынакей бул сүйлөшүп калсаңыз жаштар менен алар айтышат да, сиз башында айттыңыз, маалымат аябай көп депчи. Анан адашкандар ошондон улам көбүрөөк болуп аткандай да, маалыматтын жетишсиздигинен. Анан бирөөлөр айтышат, кимдин этегинин кармаарынды билбейсиң деп айтышат да. Кимге барып эмнени окушту түшүнүш кыйын болуп калды дейт да. Ошондуктан сиз кыскача кандай кеңеш берет элеңиз? Ушу динге жакындагысы келип, динди үйрөнгүсү келгендердин жаштардын саны жылдан жылга өсүүдө. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай туура жолду же болбосо туура окууну тандап алыш керек? Это самый тяжелый вопрос, потому что у нас, к сожалению, так и не было созданы центры, именно информационные исламские центры по республике, где бы любой человек мог бы задать вопрос или получить базовую информацию об исламе, ну, потому что в мечети молодой человек не может получить информацию. Мечеть сегодня превратилась просто как место для исполнения обрядовой стороны. Намаз, орозо, ну и все, только намаз читает, и все. Поэтому нам нужны библиотеки исламские, нужны центры такие. Нужно открывать телефон, даже горячей линии, да, где любой по определенному вопросу мог бы позвонить и, попавший в секту или что-то, мог бы получить консультации психолога или теолога. Таких не было. Об этом стоит уже, мы поднимаем уже 4-й год вопрос, но так и нету ответа. Поэтому сегодня каждый из вас должен, если получает информацию, то лучше всего с проверенных сайтов. Самый хороший сайт, вот я смотрел, есть наш муфтиатовский сайт есть, но он не совсем доработан. Лучше, наверное, смотреть, если на кыргызском языке, то есть на казахском языке еще. Ислам Каязит, да, казахский сайт. Самое главное, чтобы эти сайты принадлежали к официальному духовному управлению мусульман. Пусть это будет Кыргызстана или России, да, Российская Федерация, если на русском языке. Вот. Что касается книг, то когда выбираете книги, обязательно смотрите, чтобы было разрешение Духовного управления мусульман. То есть в этом случае, если вы получаете информацию, даже будет какая-то информация искажена, то в этом случае перед Богом ответственность несет Духовное управление мусульман. То есть самое главное так, ислам, информация об исламе. Ислам никогда не противоречит разуму, раз. Второе, ислам это религия дин васат, религия умеренности. Ля ифрата ва ля тафрит. Там нету крайности. Ислам всегда как бы создает безопасность и безопасное развитие человека. Если основные вот эти компоненты, да, оно отвечает целям ислама, то это правильно. Если у вас появилось сомнение, то обязательно сходите в муфтият или в казият, узнайте, перепроверьте информацию. Рахматчон. Кадырмын биздин студиябызга келип, атайын биздин суроолорубузга жооп бергениңизге мен чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин студиябыздын коногу теология илимдеринин доктору, Кыргызстандагы белгилүү диний эксперт Кадыр Маликов болду. Ушун менен биз өз көрсөтүүбүздүн аягына чыгабыз. Бизди ар 1 жана 5 күндөрү Ынтымак телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек, биз маалыматты жеткиребиз.